Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня у нас в гостях торгпред России в Республике Абхазия Зарина Кабесова. Зарина Юрьевна, здравствуйте! Рады вас приветствовать в пресс-центре Международного агентства «Спутник». Знаем, что недавно у вас состоялась очень насыщенная деловая поездка в регионы России. Расскажите, пожалуйста, в какие регионы вы направились и какие задачи торгпредство решало в рамках этих мероприятий. Прежде всего, хотела бы поблагодарить за возможность открытой дискуссии, которую предоставляет ваша площадка, и вам лично, Инна Васильевич, за диалог, который мы с вами периодически ведем. Действительно, в июле состоялась насыщенная программа визита в российские регионы. Такие поездки организуются ежегодно в рамках международной промышленной выставки «Иннопром» в формате недели торговых представителей Российской Федерации в иностранных государствах. Организуются они Министерством промышленности и торговли Российской Федерации. Торгпреды, представляющие Россию, в этом году их было 52 страны, были сформированы в несколько групп и в целом посетили 16 российских регионов. Наша группа торгпредов, в которую входили торгпреды Абхазии, Алжира, Саудовской Аравии, Ирана, Бельгии, Люксембурга, Сингапура, мы посетили Липецкую и Орловскую области. Затем работа была продолжена в Екатеринбурге и после уже в Москве. В целом суть поездок заключалась в решении двух основных задач. Первая задача – это ознакомиться детально с производственным и промышленным потенциалом российских регионов, в том числе посетить особые экономические зоны, встретиться с руководством. И самое главное – встреча с бизнес-сообществом этих регионов для того, чтобы понять, какие возможности и какие потребности есть у российских регионов с тем, чтобы выстроить возможное дальнейшее взаимоотношение, взаимодействие бизнес-структур уже с представителями абхазского бизнеса. И в этом ключе торгпред как эксперт оценивает все эти возможности, уже потом впоследствии выстраивает свою работу непосредственно с конкретными предприятиями, с конкретными бизнес-проектами. И вторая основная задача, которая была решена в эту поездку, это информировать бизнесменов, информировать руководство регионов о тех возможностях, которые есть в Абхазии, для того, чтобы предоставить полный спектр информации для дальнейшего возможного углубления взаимодействия. Мною были освещены вопросы тарифно-таможенной политики, налогового законодательства, валютно-финансовой системы, вопросы банковских финансовых услуг, сертификации и все, что касается внешнеторговых сделок в целом. И хочу однозначно вам сказать, что все встречи, которые состоялись, они однозначно указывают на то, что потенциал взаимодействия даже вот с этими двумя российскими регионами, он практически еще очень-очень глубокий. Есть ряд предприятий, которые уже имеют партнерские отношения с абхазскими предпринимателями, их продукция реализуется уже в Абхазии, например, это Керамомараци или Орел Кабель. Но, тем не менее, есть еще самые разнообразные крупные мелкие предприятия, которые могут поставлять свою продукцию в Абхазию и могут быть, скажем так, потенциальными потребителями той продукции, которая производится и в Абхазии тоже. В целом, вот это такая квинтэссенция наших поездок, и мы продолжаем сейчас вот работать по отдельным компаниям. В контексте того, что вы сказали, вот, как вы оцениваете степень вовлеченности абхазских предпринимателей во взаимодействии с российскими регионами на данном этапе? Вот вы уже упомянули несколько предприятий. Я уже говорила действительно о том, что сейчас, безусловно, у абхазских предпринимателей очень тесная и
весьма продуктивные есть связи с российскими регионами. Практически вся продукция, которая завозится в Абхазию, она завозится из, ну, как правило, сейчас из близлежащих российских регионов. Это Ставропольский край, Ставрополь, Краснодарский край, это республики Северного Кавказа. И при этом еще раз скажу, что вот именно те регионы, которые находятся не совсем, скажем так, географически близком прилежании к Республике Абхазия, но тем не менее можно смотреть, посчитать возможную логистику. Все зависит от промышленной продукции, которую этот регион может предоставить и которую он может предложить для реализации на внутреннем абхазском рынке. Вообще я хочу сказать, что уже по результатам нашей поездки в торгпредство поступило обращение, более 40 обращений от российских компаний, причем это компании, которые производят самую разнообразную промышленную продукцию. В частности, это компания, например, производитель электроустановочных и светотехнических изделий, это компания-производитель металлоконструкции, компания, которая производит жидкие мастики холодного отверждения для гидроизоляции кровель, бассейнов и фундаментов. Это может быть весьма востребовано в Абхазии. Производство технических средств реабилитации последнего поколения. Можно продолжать этот список очень, очень долго, но я полагаю, что свою часть рынка, несмотря на то, что абхазский рынок, я уже об этом и прежде говорила, он довольно узкий для крупных промышленных российских предпринимателей, но какую-то часть рынка они могут здесь закрыть, особенно с учетом того, что внешние импортные поставки производства, определенной номенклатуры продукции, они ограничиваются. И по каждому обращению мы очень предметно сейчас работаем в целом и с торгово-промышленной палатой, и с Министерством экономического развития, и напрямую с бизнесменами, с предприятиями, направляем им обращения, которые поступают к нам от российских компаний, и таким образом пытаемся выстроить кооперационную и партнерскую цепочку. Какие еще есть механизмы для того, чтобы вот это взаимодействие усилить? И как абхазским бизнесменам находить партнеров в России? Здесь торгпредство выступает в качестве одного из ключевых звеньев в поиске соответствующего партнера. В принципе, этот алгоритм именно для российских предприятий, он давно известен, хотя при наличии столь широкого информационного освещения даже для российских компаний иногда бывает, скажем так, новостью узнать, что через торгпредство можно выйти на внутренний, на внешний рынок. Мы еще раз говорим о том, что российская компания может напрямую обратиться в торгпредство с письменным обращением, приложив презентационные материалы и обращение по оказанию содействия в выходе на рынок страны пребывания, в данном случае в Абхазии. Торгпредство это обращение рассматривает и уже, используя наработанные коммуникации, наработанные форматы взаимодействия с органами исполнительной власти, если это необходимо, либо напрямую с бизнесом, либо через отраслевые, там есть в некоторых странах ассоциации и объединения. В данном случае мы работаем, как правило, с торгово-промышленной палатой. Мы рассылаем такие предложения и, получив обратный ответ, уже напрямую связываем потенциальных заинтересантов в этой продукции. Что касается обратной связи и абхазских предприятий, то здесь это вторая тоже наша задача. Мы можем помочь и абхазским предприятиям найти соответствующего потенциального потребителя либо покупателя. Мы готовы получить обращение от абхазских предприятий. У нас есть сайт торгового представительства, на сайте есть контактные данные, есть адрес электронной почты. Компания может к нам обратиться со своей задачей, которую ей необходимо решить.
обратиться к нам с просьбой об оказании содействия, мы будем такую работу и в обратном направлении тоже проводить. То есть это вопрос он решаемый таким Вот образом. как известно, в наше время многие абхазские бизнесмены ищут контакты, в том числе и за рубежом. Ну, достаточно популярно, да, завоз товаров, скажем, из Китая. Насколько вот горизонтальные связи торгпредства могут быть полезны для абхазской стороны, с учетом того, что все-таки торговые представители России во многих странах присутствуют? Ну, это очень хороший вопрос. Мы в рамках взаимодействия торговых представителей друг с другом мы понимаем всю актуальность и необходимость взаимодействия такого на межстрановом уровне тоже. Конечно, это не входит в прямые задачи торгпредства, допустим, России в Абхазии, содействовать реализации или там, выстраиванию коммуникаций экономических с экономическими операторами в третьих странах, но в отдельных случаях, в принципе, мы можем рассматривать и такой формат поддержки, обратившись к коллегам торгпредам из тех стран, в которых есть необходимость выстроить коммуникацию, но главным образом, конечно, наша задача – это непосредственно торговое взаимодействие с Российской Федерацией. Но тем не менее, если нужна такая тоже вот поддержка, то здесь тоже есть определенного рода возможности и механизмы. В начале своего выступления вы упомянули выставку «Иннопром», крупную промышленную выставку. Все-таки учитывая тот факт, что в Абхазии на данный момент не так многочисленно крупные промышленные предприятия, насколько она могла бы быть интересна для Абхазии, на ваш взгляд? Хотелось бы сказать, что выставка «Иннопром» – это крупнейшая промышленная выставка международная, которую организует Министерство промышленности и торговли. В этом году прошла 13-я выставка. И это площадка, которая имеет особое значение. И в чем ее отличие от других выставок? То есть это реально прикладная площадка для промышленников, для производителей. В этом году были, собственно, рекордные показатели по участию в этой выставке. Участвовало более 1100 экспонентов на этой выставке. То есть это реально промышленные предприятия, которые производят реальный продукт. Были представители из 35 стран, 25 региональных экспозиций. И на пленарном заседании участвовало 10 министров промышленности отраслевых. И делегации из Беларуси и из Казахстана были во главе с премьер-министрами этих стран. То есть была очень масштабная представительная выставка. Помимо этого на площадке «Иннопром» действует большая развернутая деловая программа. Это более 100 мероприятий, в которых участвовали более 450 спикеров. И вопросы, которые обсуждаются на этой площадке, они отражают и практически формируют промышленную политику на ближайшую перспективу. Участие в этих мероприятиях деловой программы, я считаю, это очень важное обстоятельство даже для страны, в которой практически отсутствуют крупные промышленные предприятия, но тем не менее есть производственные процессы и понимание того, какие тенденции будут сопровождать промышленный сектор в ближайшей перспективе, это очень важно. Помимо этого, это еще возможность выстроить прямые контакты, прямые коммуникации с конкретными производителями, которые могут потом вырасти и в возможные производственные процессы на территории Республики Абхазия. Я думаю, что в следующем году имеет смысл рассмотреть более предметного участия абхазских представителей на выставке «Иннопром». В рамках «Иннопром» действует еще одна площадка, так называемая интерактивная площадка «Диалог с торгпредом». Выделяется большая интерактивная зона, в которой у каждого торгпреда есть свой столик.
Республика Абхазия в этом году там тоже была представлена. И в течение дня любой представитель промышленного предприятия или любой участник выставки может подойти непосредственно к торгпреду и уточнить, выяснить, обозначить те вопросы, которые он хотел бы прояснить для выхода. Насколько активны были участники? Я хочу сказать, что было очень активно. У меня был график практически. Мы все торгпреды работали весь день. И с 10 часов до 15 часов там на каждого участника, на каждого представителя компании отводилось не более 10 минут. То есть был жесткий график, запись по онлайну каждому торгпреду. У меня с 10 до 15 часов практически постоянно подходили компании, интересовались вот такой возможностью. Еще раз хочу сказать, что за эти 10 дней и в Липецкой, Орловской области, в Екатеринбурге, затем и в Москве, где тоже проходили большие, скажем так, бизнес-диалоги на площадке «Деловой России», Российского экспортного центра. Очень много было рассказано про Абхазию, про те возможности, которые есть, про условия, преференции. И я уже сказала, что получаем уже обратную связь, и она очень интенсивная. Я хотел бы вернуться также к проблемам вывоза продукции, с которыми периодически сталкиваются производители сельхозпродукции в первую очередь. В принципе, хорошо известна проблема, скажем, с вывозом меда на территорию Российской Федерации, с которой сталкиваются производители меда. Как вы считаете, насколько торгпредство может быть полезно в решении таких проблемных вопросов? Задача торгового представительства не только помогать найти партнеров в России и в Абхазии, связать их в одну цепочку. Кроме того, одна из основных задач – это содействие инвестиционной деятельности, поиске инвесторов российских для инвестиций в Республику Абхазия, наоборот. Такой задачей мы тоже занимаемся. Кроме этого, одна из ключевых наших задач – это выявление и решение системных вопросов в части барьеров, которые мешают экспорту, импорту двустороннему. Не только барьеров, которые мешают российским производителям, но также и барьерам, которые мешают и абхазским производителям на выходе на российский рынок. И проблема, которую вы озвучили, она мне известна, и торгпредство этим занимается. В ближайшие, последние, кстати, вот на Иннопроме одной из основных задач, которую я, скажем так, пыталась решить, это решение сейчас мы пытаемся определить и найти, это поиск производителей реагентов, которые необходимы для лаборатории именно для сертификации меда. То есть есть ряд проблем, с которыми сталкиваются сейчас лабораторные службы, и с Министерством сельского хозяйства мы сейчас этот вопрос пытаемся совместным образом решить. Взаимодействие с департаментом отраслевого Министерства промышленности и торговли, которое нам сейчас пытается обозначить конкретного производителя, который бы обладал лицензией на вывоз определенного ряда реагентов. И я думаю, что мы этот процесс все-таки в ближайшее время завершим. Зарина Юрьевна, спасибо, что нашли время провести с нами беседу. Уважаемые зрители, а мы с вами прощаемся. До новых встреч, оставайтесь с нами.